Так, слово для выступления предоставляется обращающейся стороне Молдугазиеву Нурбеку Дюшиналевичу. Пройдите, пожалуйста, к трибуне. А что должен? Вам предоставляется слово для выступления перед Конституционным судом. Вы должны говорить свои доводы, да? Ну и по предмету вашего обращения. Данная неопределенность возникла в результате следующих обстоятельств. Снимая копии из материала ГД 427/14 БЗ, я обнаружил повестку в суд на 11 декабря 2013 года на мое имя, где вместо моей подписи стоит чужая подпись со штампом Ленинского района. Но у нас Первомайский район, а не Ленинский. Пункт 7 статьи 129 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики и пункт 3 часть 2 статьи 131 Гражданского процессуального кодекса само по себе существование этих процессуальных норм без их логической взаимосвязи, правовой определенности детально описанных правовых процедур, способствующих доверию судебной системе, не может обеспечить доступность правосудия, а вместе с ним и право каждого на судебную защиту. Это противоречит части 1, 2, части 4, 5, 6 статьи 23, части 3 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики. Оспариваемые нормы должны отражать разумные пределы, чтобы они не становились ответчику реальным препятствием доступа к правосудию. Оспариваемые нормы значительно и существенно ограничивают право ответчика на судебную защиту. Законодатель обязан находить баланс конституционно защищаемых ценностей, публичных и частных интересов, а также соблюдать принципы справедливости, равенства и соразмерности, которые выступают в качестве конституционных критериев оценки законодательного регулирования прав и свобод, используя при этом не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные конституционно одобряемыми целями меры. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты прав и свобод других лиц. Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям. Часть 2, что соответствует части 2 статьи 23 Конституции Кыргызской Республики. В Кыргызской Республике признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также вступившими в силу в установленном законодательством порядке международными договорами, участницей которой является Кыргызская Республика. Поскольку постороннее лицо, принявшее повестку, не заинтересовано в том, чтобы ответчик участвовал на судебных разбирательствах, и не заинтересовано в том, чтобы ответчик полностью защитил свои права, свободы и отстоял свои законные интересы, тем более, что претензии предъявлять постороннему лицу за невыполнение указания при первой возможности вручить его адресату никто не будет, и суду за то, что повестка не вручена адресату, претензии предъявлять никто не сможет. Таким образом, страдает законопослушный гражданин, поскольку не извещен о предстоящем судебном разбирательстве. При этом права ответчика автоматически ограничиваются, поскольку неизвещенный о времени и месте судебного разбирательства ответчик лишается возможности защищать свои права, свободы и отстаивать свои законные интересы, что противоречит обеспечению законности, реализации равноправия и состязательности сторон, как должно быть, как указано в части 2 статьи 24, части 2 статьи 56, части 3 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики. Конституция Кыргызской Республики, признавая права и свободы человека высшей ценностью, тем самым декларирует конституционный принцип, в соответствии с которым высшей ценностью, тем самым декларирует конституционный принцип, в соответствии с которым признание, соблюдение и защита прав личности является неотъемлемым атрибутом правового государства, его обязанностью, как указывается в части 1 статьи 23 Конституции Кыргызской Республики, реализуя пункт 7 статьи 129 Гражданского процессуального кодекса, пункт 3 части 2 статьи 131 Гражданского процессуального кодекса, этот конституционный принцип государство обязано обеспечивать вместе с правом на судебную защиту, являющегося универсальным правовым средством государственной защиты прав и свобод человека и гражданина,
Также внесудебные механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина, поскольку оспариваемые нормы носят ограничительный характер, вследствие чего ответчик лишается доступа к правосудию в рамках гражданского судопроизводства, что противоречит части 4, 5, 6 статьи 23 Конституции Кыргызской Республики. По материалам дел 05101/22 БЗ и ГД 427/14 БЗ определение Бишкекского городского суда от 21 февраля 2022 года на судебных процессах суд заявлял: извещенные надлежащим образом представители нотариуса Первомайского района в суд не явились, и мне не давали повестку для вручения представителям нотариуса. Тогда я по своей инициативе пришел в нотариальную контору и сказал им, что они должны прийти на судебный процесс. Но они отказались, заявив мне: если суд официально вызовет нас, то мы придем. В сайте указан наш адрес. Как потом выяснил, суд направлял повестки по старому адресу. Институт нотариата решает задачи по обеспечению законности, защиты прав и свобод граждан, охраны собственности и противодействию преступности. Создавая правовые механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина, государство должно сформировать условия, при которых нарушение прав сводится к минимуму, то есть обеспечить эффективность правосудия, направленную на защиту конституционных прав и свобод граждан. Развивая внесудебные методы защиты прав и свобод человека и гражданина, государство должно содействовать участникам правоотношений в юридическом закреплении их действий и в охране их прав. Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры, вступившие в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики. Порядок и условия применения международных договоров и общепризнанных принципов и норм международного права определяются законом. Пункт 7 части 2 статьи 131 Гражданско-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Фактически это лишь галочка, что якобы ответчик или третье лицо извещен о месте и времени судебного разбирательства. Таким образом, оспариваемая норма подвергается сомнению, поскольку право на беспристрастный суд является одним из неотъемлемых свойств права на судебную защиту и необходимым условием справедливого судебного разбирательства, без которого нарушаются права, свободы и законные интересы ответчика, поскольку показания нотариуса в том, что квартира является моей частной собственностью, удовлетворяет моим законным интересам, а также нарушаются права, свободы и законные интересы третьих лиц, чьи права и законные интересы могут быть затронуты судебным разбирательством. Ненадлежащее извещение о судебном разбирательстве – это опасный вид социального поведения, отклоняющегося от общепринятых правил, представляющая опасность для окружающих. Пункт 7 статьи 129 Гражданского процессуального кодекса и пункт 3 части 2 статьи 131 Гражданского процессуального кодекса недобросовестные истцы успешно используют в своих исковых заявлениях и жалобах по всем судебным инстанциям, невзирая на права и законные интересы ответчиков, третьих лиц, а также успешное применение оспариваемых норм истцами создают хаос и негативное влияние по всей судебной системе. И такое движение является противоречащим законным процессуальным нормам судопроизводства в целом, что в свою очередь, исходя по конституционных принципов независимости и самостоятельности, наносит ущерб задачам правосудия и интересам основополагающего принципа справедливости и беспристрастности судебного разбирательства, что противоречит части 3 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики. Кроме этого, в повестках суд стоят чужие подписи. Пункт 7 статьи 129 и пункт 3 части 2 статьи 131 Кыргызской Республики. Недобросовестность, чувствуя безнаказанность и наплевав на законы, воспользовавшись преимуществом истца, действует заведомо криминальным методом. Тут я это дальше не буду вот это читать. Вот это. Пункт 7 статьи 129, а также пункт 3 часть 2 статьи 131 являются абсурдом, поскольку повестка, направленная судом по последнему месту жительства ответчика, является пустым местом, в связи с чем истец годами судится против пустоты. А суд рассматривает дело в одностороннем порядке, без равноправия сторон, без состязательности сторон, без беспристрастности, необъективно и незаконно. Также указание на обязанность передать повестку ответчику является курьерской деятельностью, и кроме того, лицо, передавшее повестку ответчику, обязано проинформировать суд и представить в суд доказательства о том, что повестка вручена ответчику, поскольку между ответчиком и судом должна быть связь.
Пункт 7 статьи 129 Гражданского процессуального кодекса и пункт 3 части 2 статьи 131 Гражданского процессуального кодекса имеют ограничительный характер для ответчика и третьих лиц. Оспариваемые нормы процветают в гражданском судопроизводстве, в судебном разбирательстве, в результате чего ответчики и третьи лица лишаются доступа к правосудию. Важной составляющей реализации права на судебную защиту является доступ к судебной защите, что соответствует части 1 и 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики, который, в свою очередь, предполагает создание государством условий организационного и процессуального характера, позволяющая без каких-либо ограничений получить защиту прав, свобод и законных интересов, что позволяет суду и другим участникам судебного процесса быть уверенными в справедливости и в законности осуществления ими действий. Тут тоже побольше. В то же время важно не допустить беспрепятственную подачу недобросовестными истцами необоснованных требований в суд и предупредить прочие злоупотребления правом. Также оспариваемая норма в рамках гражданского судопроизводства не должна быть неразумной, чтобы не нарушать принцип доступности правосудия. Пункт 7 статьи 129 и пункт 3 части 2 статьи 131 устанавливают требования как необходимые условия для возбуждения гражданского дела в суде. Вместе с тем, отсутствие возможности у ответчика исполнить такую обязанность не должно препятствовать осуществлению им права на судебную защиту, поскольку иное вступало бы в противоречие с положениями Конституции, гарантирующими судебную защиту прав и свобод человека и гражданина. Само по себе существование этих процессуальных норм без их логической взаимосвязи, правовой определенности, детально описанных правовых процедур, способствующих доверию судебной системе, не может обеспечить доступность правосудия, а вместе с ним и право каждого на судебную защиту. Институт судопроизводства неразрывно связан с институтом извещения сторон. Вопросы судебного извещения подходят к вопросу с позиции процессуального права. Значительная часть судебной практики судов общей юрисдикции, связанной с надлежащим извещением сторон на судебном заседании, должно обосновываться значимость оповещания участников судебного разбирательства в целях недопущения злоупотребления процессуальными правами со стороны истца, что соответствует части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. В свете меняющихся внешних условий отправления правосудия основанием для отказа в рассмотрении гражданского дела должно быть отсутствие достоверных сведений о надлежащем извещении сторон. Одной из основных проблем, возникающих в процессе рассмотрения и разрешения гражданского дела, является надлежащее извещение сторон. Право на доступ к правосудию всегда реализуется в определенной процессуальной форме с соблюдением правил судоустройства и судопроизводства. Следует отметить, что институт судебного извещения направлен на реализацию задач гражданского судопроизводства, поскольку сведения об участниках процесса являются одной из важнейших составляющих судебного процесса. Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры, вступившие в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики. Порядок и условия применения международных договоров и общепризнанных принципов и норм международного права определяются законом. Право участвовать в судебном разбирательстве является одним из важнейших прав, предоставленных ответчику в ходе рассмотрения дела по существу. Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, предусматривая одним из основных условий справедливого судебного разбирательства участие ответчика при рассмотрении дела, провозглашая состязательность, равенство сторон истца и ответчика, отмечая важность присутствия лица, в отношении которого ведется судебное разбирательство. Они предоставляют довольно широкий выбор средств для обеспечения соответствия их правовых систем требованиям норм международного законодательства, что соответствует части 3 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики. В связи с вышеуказанным фактом образуется масса ложных заочных решений на несуществующую сумму, в несколько раз превышающую сумму фактического долга. И даже незаконно налагают аресты на недвижимое имущество во много раз дороже суммы фактического долга. Оспаривая норма пункта 7 статьи 129, пункта 3 части 2 статьи 131 Гражданского процессуального кодекса вразрез противоречит принципу состязательности.
поскольку ответчик лишается возможности защитить свои права, доказать свою невиновность. Судопроизводство в Кыргызской республике, как и гражданское административное судопроизводство, строится на определенных принципах. Одним из важнейших принципов, которые присущи судебной ветви власти, является принцип состязательности сторон. Данный принцип предполагает собой разделение функций обвинения, защиты и разрешения дела, а также равноправие участников процесса перед судом. Идея данного принципа заключалась в том, чтобы в рассмотрении Нурбек дел... Душаналевич, давайте по предмету вашего обращения. Вы слишком выходите за пределы. Мгм. Я понял. Раз вы не говорили вообще об увеличении своих требований, Я вы понял. обязаны говорить только в рамках оспариваемой статьи. Да-да. Тут вот, И вы слишком часто повторяете. Да-да. Я просто хочу, чтобы Да, вы я это- уважали время всех присутствующих. я юридически безграмотный. Я вот тут написал, Я бы так не сказал. мне судья Давай. Айдарбекова вот тут написал, вот как определение дал. Я тут, что написано, я полностью согласен. Я вот это зачитаю, Я вот это тут. Вы Неоднократно. уже зачитали все свои аргументы, вы уже зачитали, мы это слышали. Вы как бы скажите, чего вы требуете, в чем Я суть ваших требований заключается. Я считаю, что вот эти пункт 7 статьи 129, пункт 3 части 2 статьи 131, а это просто сорняк в огороде. Его просто, он в законодательстве, он вообще не нужен. Его надо убрать, потому что хоть ответчик, хоть истец, хоть и третьи лица, они имеют право на суд. Они имеют право доказывать на суде, должна быть состязательность, должно быть равноправие, понимаете как? А они ничего не знают, вот, к примеру, у меня как было. Подавляющее большинство у меня, которые судебные процессы были, да, они были без меня. У меня не менее 30 судебных процессов было, я прошел. Из них на 15 без меня судили, суд проводили без меня. Ну, а как? У меня же было что сказать, у меня были и доказательства. Я имел право и прокурора же потребовать, чтобы и прокурор... Все эти права мне лишаются, понимаете, как получается? Но я считаю, что это несправедливо. Мало того, несправедливо, это вообще незаконно. И я считаю, что вот эти два пункта, их обязательно надо убрать. Они вообще, тем более в наше теперешнее время, к примеру, эту же повестку дают кому-нибудь, а повестка это же не решение суда. Это не определение суда. Это не приказ суда. Поэтому никто не обязан его выполнять, понимаете как? Что этот домком, что этот, как его, работодатель, они не обязаны его выполнять. Потому что она их не обязывает ничем. Если бы это было бы решение суда, ему дали бы вот он был бы обязан тогда. А так просто повестка пришла, что она ему, эта повестка? Она для него вообще ничего не значит. А из-за этого страдают, значит, третьи лица, и ответчик страдает. У ответчика тоже есть что-то сказать. У ответчика тоже есть документальные доказательства. Он может принести, доказывать свою позицию, а он лишается всего этого, понимаете как? А если, допустим, они суд провели, сделали заочное решение, передали его в апелляционном. Мол, говорят, вы можете в апелляционном порядке. А как его в апелляционном? Тут же есть преюрисдикция есть, и есть юридическая коллизия. А они прям в противоборство вступают против меня, я ничего не могу сделать. Они вот как первое решение, как вышло в первой инстанции. Все, суд больше не меняет его. Он его прям до самого Верховного суда вот так и будет трактовать. И все мои доводы, которые я потом приношу в апелляционную инстанцию, в кассационную инстанцию, они этим не занимаются. Они прямо говорят, у нас вот есть вот наши нормы, наши вот как мы должны работать. Мы только проверяем то, что уже вышло. Решение, только мы само решение, которое... А какие мои доводы были, они же в решении не указаны, они остаются в стороне. Я потом уже ничего не могу доказать. Поэтому я считаю, уважаемый суд, вы, пожалуйста, отмените вот эти два пункта. Они нам не нужны. Ну, Они ваши никому не требования нужны. понятны. У вас все? Мгм.